Хочу изначально напомнить всем моим коллегам, что образование автономно-территориального Гагаузии – это общее достояние, достижение всего молдавского народа. Пример цивилизованного разрешения межнационального конфликта и успешная реализация этой модели – единственная гарантия разрешения Приднестровского конфликта и реинтеграции нашей страны. К сожалению, и здесь, в парламенте страны, и в Камрате существуют политические силы, не заинтересованные в продвижении этих проектов. Кто-то считает, что принятие закона о Гагаузии – это недоразумение, и эту проблему больше не стоит поднимать. Другие, что предложенные изменения ничего не значат и ничего не меняют. И тех, и других объединяет одно – они не хотят стабильности и межнационального согласия в нашей стране. Они используют любой шанс для усиления противостояния между Кишиневым и Камратом, сеют межнациональную рознь и ненависть. Действующий парламент конкретными действиями показал, что между центрами автономии должен существовать постоянный диалог. И это единственный способ продвигать проекты, которые позволят в полной мере реализовать положение закона о правовом статусе Гагаузии, сохранить язык и традиции гагаузов, значительно улучшить жизнь граждан Республики Молдова, проживающих в автономии. Прекрасно понимаю, что предложенные изменения не решают проблем Гагаузии. Политический класс автономии ожидал более кардинальных изменений, но следует понимать, что это только начало диалога, хорошая площадка для конструктивного сотрудничества в будущем. Пользуясь случаем, хочу обратиться к политическому классу страны, тем, от которых в большей степени зависит мир и согласие в нашем обществе, развитие демократических институтов, защита прав и интересов граждан нашей страны, в том числе и тех, которые составляют национальные меньшинства. Призываю вас быть толерантными и конструктивными к инициативам, направленным на реализацию закона об особом правовом статусе Гагаузии. Проявите политическую и гражданскую ответственность, так как это было сделано нашими предшественниками в декабре 1994 года. Помните, что и в Гагаузии живут граждане нашей страны, которые просто хотят, чтобы их законные права и интересы уважались и соблюдались. Давайте сделаем все, чтобы представители национальных меньшинств не только считались, но и гордились тем, что они граждане нашей страны, Республики Молдова. Хочу обратиться к политикам из Гагаузии. Помните, что Республика Молдова – это наша единственная и общая родина. Это наша страна, где гагаузам удалось реализовать свое право на автономию. Призываю политический класс Гагаузии выдвигать рациональные и конструктивные предложения, отказаться от радикализма и воинствующей риторики. Надо четко понимать, что решать проблемы Гагаузии следует только путем диалога и компромисса. Следует отказаться от конфронтации, уйти от взаимных обвинений и групповых интересов. Только при таком развитии событий автономия Гагаузии имеет хорошее будущее в составе Республики Молдова.